Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Мы продолжаем по воле Аллаха делиться с вами чудесами Аллаха, которые окружают нас. Но перед этим хочу еще раз напомнить, что данный канал был открыт для одного брата-инвалида совместно с каналом «Единая община», чтобы обеспечить этому брату-инвалиду постоянный заработок на ютубе. Поэтому просьба поддержать канал нашего брата подпиской, лайками, репостом и, конечно же, просмотром этого видео до конца. Подробную историю этого брата вы сможете узнать на канале «Единая община». Ну а сегодня мы поговорим о земле. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в одном из своих хадисов сказал: «Вся земля была сделана для меня местом молитвы и средством очищения, и любой человек из моей общины может молиться там, где его застанет молитва». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. В недавнем исследовании ученые обнаружили, что в почве существуют антибиотики, которые способны очистить и уничтожить самые трудноизлечимые виды бактерий, что в свою очередь доказывает, что Земля является дезинфицирующим средством. В рамках данного исследования ученые, используя Землю, попытались создать средство, способное уничтожить трудноизлечимые виды бактерий. После долгих испытаний в лабораторных условиях они обнаружили, что Земля способна уничтожить целую семью бактерий в течение 24 часов, а также, что данная семья бактерий увеличилась в 45 раз в тех испытаниях, в которых не использовалась Земля. В итоге ученые обнаружили, что Земля содержит антибиотики, без которых жизни на нашей планете просто не было бы по причине вирусов и бактерий, способных проникнуть в организм человека и вызвать смерть. Однако Аллах по своей милости установил в природе свойства очищения, дабы обеспечить продолжение нашей жизни. Нам остается только благодарить Всевышнего за данное благо. Но имейте в виду, что речь идет о чистой земле. К сожалению, постоянные выбросы мусора и закапывание мусора на земле в некоторых местах сделали землю наоборот опасной.